Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин и передача «Другие новости». Я поздравляю всех с праздником, с Днем России. Мы сегодня находимся в историческом парке «Россия моя. История в Якутии». И в этот день происходит фестиваль «День России» на 26 площадках исторических парков «Россия моя. История». Сегодня наш парк для горожан подготовил праздничный концерт вместе с единым штабом «Единая Россия». Нас поздравил также детский подростковый центр с детскими номерами, с танцами, песнями. Также исторический парк для детей подготовил бесплатные мастер-классы, где дети делали свои кокошники своими руками, магнитики. Также нам очень помогла служба МЧС с выставкой своей пожарной техники, а также катанием ребят на квадроцикле. Также не обошлось и поддержки от ГИБДД. Они пришли с познавательной викториной и рассказали ребятам о безопасном передвижении на улице. Вы знаете, это потрясающий парк. Мне очень нравится его техничность, его современность и возможность показать, что, смотрите, да, вот этот парки, они везде. То есть вы сегодня побывали здесь, вы поехали в отпуск, побывали где-то еще. Они же тоже как единое целое, единый организм, который обменивается выставками, обменивается идеями и помогает нам развивать новое поколение. Поэтому я была очень рада, что мы стали частью такой большой программы. Сегодня в очередной раз в мультимедийном комплексе «Россия. Моя. История» состоялась традиционная игра «Квиз», интеллектуальная игра органов юстиции. Суть игры заключается в соревновании команд, в знании истории права, теории государства и права, общих норм и частных положений. Фестиваль с Днем России завершился, но я хотел бы рассказать об историческом фестивале нашего парка «Истфест». В этом году как раз исторический фестиваль, мне кажется, побил собственные рекорды по количеству участников, по количеству активностей, допустим. В этом же году мы подготовили 36 активностей, конкретно мастер-классов, где, собственно, люди бегают, что-то делают, стреляют, заряжают и красят. То есть огромное количество мастер-классов от наших партнеров, огромное количество активностей, которые мы подготовили сами, сотрудники исторического парка. Все это, мне кажется, удалось. Ну и, собственно, конечно же, наша задача – это не только развлечь людей, но и приобщить людей к истории. В этом нам очень помогли наши друзья. Конечно же, огромную благодарность за помощь в организации этого мероприятия турбазе семейного отдыха 4 сезона, которые предоставили нам огромное количество просто призов, и музей истории города Якутска, наши партнеры из Музея археологии и этнографии, которые принесли огромное количество настоящих артефактов эпохи камня, эпохи бронзы и так далее. Видел в фильмах, такой требушет, знаю, да. Хотел всегда выстрелить. Теперь больше знаю, и что раньше было во время рыцарских времен. Я хочу, чтобы историю преподавали именно так, трогая, чувствуя. А во всем остальном в организации, я знаю, продолжать в том же духе. Замечательное дело. И зная историю, можно исправлять ошибки современности. 10 лет назад случился кризис жилищно-коммунального комплекса в Якутии в 2016 году. Сейчас он повторяется. В сложную кризисную ситуацию попал наш якутский водоканал.
В Якутии отрасль жилищно-коммунального хозяйства находится в кризисном состоянии из-за многолетнего недофинансирования. Это привело к тому, что ГУП ЖКХ Якутии имеет большие долги, что угрожает жизнеобеспечению значительной части Якутии. Якутский водоканал находится в тяжелой финансовой ситуации из-за неполучения государственных субсидий на сдерживание коммунальных тарифов на воду и неоплаченных счетов Республиканского ипотечного агентства за строительство водоснабжающего узла мощностью 24 тысячи кубометров чистой воды в сутки в микрорайоне звездной столицы Якутии, построенного силами водоканала на кредитные деньги. Это уже привело к режиму жесткой экономии, чтобы обеспечить подготовку к зиме город Якутск. Я объявил предприятию, коллективу, что надо уходить на простой, то есть это 2/3 от оклада, заработная плата, или на укороченную рабочую неделю. Коллектив воспринял с пониманием, конечно, плохо. За счет одного водоканала мы весь бюджет республики никак не вытащим. Поэтому я и обращаю внимание депутатов Илтумен, чтобы принимали сбалансированный бюджет. Тут и речь идет о сбалансированном перераспределении бюджетных средств. На заседании профильного комитета по бюджету Госсобрания Илтумен Якутии обсуждался вопрос по сбалансированности бюджета 2026 года. Депутаты выразили обеспокоенность нарушением бюджетных процедур, включая рост дефицита, недопоступление неналоговых доходов, неэффективное использование средств дорожного фонда, проблемы с инвестпрограммой и рост задолженностей. Комитет по социальной политике указал на перераспределение средств, ущемляющие социальные направления. Приоритетом бюджета на текущий год определена сбалансированность жилищно-коммунального хозяйства. Создается совместная комиссия, первоочередной задачей которой является осенняя корректировка бюджета 2026 года. Банки отказываются выдавать кредиты предприятиям жилищно-коммунального комплекса. Потому что все мы в одном варимся в одном мире. Они все знают, каков бюджет. Отмечается несправедливый рост заработной платы управленческого персонала ГУП ЖКХ Якутии. Когда отрасль стоит на грани развала, необходимо принимать жесткие меры реагирования. История инцидента с рыбаками Арктики продолжается. Мы рассказывали о том, что конфисковали рыбную продукцию и автомашины. Сейчас рыбаки подают в Верховный суд Республики Саха-Якутия. Возбужденное уголовное дело на рыбаков Арктики, как браконьеров, незаконно. Рыбаки являются представителями коренных малочисленных народов Севера. Артель «Рыболовецкий колхоз «Арктика» – градообразующие предприятия административного центра Быковского и Венкийского национального наследия Якутии. Муниципальное унитарное предприятие «Приморское» – градообразующие предприятия административного центра Хараулахского и Венского национального наследия Республики. Дело основано на юридических ошибках и недоказанных обвинениях, в частности, в нарушении системы маркировки, без учета свидетельств федеральной системы «Меркурий». Также было ложно указано, что рыба перевозилась с места незаконной добычи, несмотря на наличие у предприятий законных рыбопромысловых участков на реке Лена. Сомнительно правомерность экспертиз из-за отсутствия государственного ветеринарного надзора. Эти факторы, включая неверное применение закона и возможную фальсификацию доказательств, указывают на чью-то заинтересованность в возбуждении дела. Рыбаки обратились к депутату Государственного собрания Илтумен Якутии Елене Голомаревой, которая, в свою очередь, обратилась к главному федеральному инспектору по Якутии. Я увидела такую картину, что наши уполномоченные органы, они работают врозь. Мы создаем предприятие для того, чтобы помочь жителю, человеку труда. И нигде не должен он споткнуться о какие-то препятствия. Нет. На этот раз мы видим не цель помочь рыболовам, этим хозяйствам, а сделать так, чтобы они попали в какую-то очень плохую ловушку. Поэтому и уполномоченные по правам коренных малочисленных народов, и уполномоченные по правам предпринимательства, и
инспектор по Дальневосточной части федеральному округу и приемная партии «Единая Россия», председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева в Республике Саха-Якутия сегодня взяли этот вопрос под особый контроль. Между тем, изъятая рыбная продукция продается через сайт Росимущества за сумму более 27 миллионов рублей. Это наносит серьезный финансовый удар по градообразующим предприятиям и разрушает социально-экономическую структуру региона, затрагивая традиционный образ жизни и природопользование коренных народов Севера. Ситуация нарушает федеральное законодательство. Летний сезон начался, и все садоводы хотят украсить свои участки великолепными цветами. Мы побывали на одном из крестьянских хозяйств, где эта рассада находится. Раньше мы делали, потому что надо было это делать. То есть сейчас уже совсем другое отношение. Сейчас уже настолько мы, наверное, в это вниклись, прониклись и уже себя не видим в другом, ни в чем другом. Как. Благодаря людям, наверное, больше вот это вот, благодаря их благодарности нам, да, то, что слышишь вот эти постоянные слова поддержки какие-то, слова восхищения и охота больше что-то делать. На сегодняшний день самое популярное это петуния. Розничная цена у нас 80, а так, конечно, уже делаем скидочки, и оптовый покупатель у них свой прайс. Намский тракт, 13-й километр, остановка Коммунальщик. Дорогие друзья, побольше вам цветов и хорошего настроения. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи! Прошлое из нас обязаны мы помнить события, даты должны, чтобы избежать ошибок былых и сделать мир прекрасным без них. Мы любимой школы дети, мы живем легко на свете, мы в историю попали, чтобы ее мы продолжали.